Здравствуйте. В эфире «Вести недели», в студии Павел Демин. На днях состоялась рабочая поездка председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания по финансовому рынку, председателя Высшего экономического совета Чувашии Анатолия Аксакова и помощника главы Чувашии Олега Малякова. Они посетили два муниципалитета – город Канаш и Канашский район. Об итогах поездки в репортаже Ирины Константиновой. Рабочая поездка Анатолия Аксакова началась с посещения Канашского автоагрегатного завода. Здесь его встретили глава администрации Виталий Михайлов, глава города Андрей Константинов. Управляющий директор предприятия Сергей Кожаев провел гостей по цехам, ознакомил с производственным процессом. Предприятие в составе группы компаний «ГАЗ» выступает с предложением стать социальным партнером для строительства по улице машиностроителей детской спортивной площадки. Общество с ограниченной ответственностью «Аурат СВ» – одно из молодых предприятий города. Здесь налажено производство коагулянтов. Ежегодно их здесь изготавливают десятки тысяч тонн. Кроме того, предприятие может выпускать химические соединения драгоценных металлов, сложные химические реагенты, компоненты лекарств и медицинских препаратов. Знакомство с акционерным обществом «Вагон» началось также с ознакомительной экскурсии. Потенциал у предприятия огромный. Завод располагает универсальным сборочным комплексом. Специализируется на производстве грузовых вагонов, колесных пар и запасных частей подвижного состава. В первом полугодии на фоне распространения новой коронавирусной инфекции и стагнации железнодорожного рынка портфель заказов уменьшился. В связи с этим снизилась и загрузка его производственных мощностей, отмечает руководитель завода. Однако со второго полугодия ситуацию удалось переломить и обеспечить предприятие новыми заказами. Город Канаш меняется. Мы видим, что уже многие территории придомовые благоустроены. И это благодаря администрации города, благодаря средствам, которые республика выделяет по обращениям жителей Канаша и администрации города. Ну и потенциал города начинает расти. Благодаря тому, что здесь создана территория опережающего развития, появляются все новые и новые производства. Радует то, что эти производства новые будут расширяться. Сегодня мы встретились с представителями ряда предприятий, которые говорят о покупке новых земель на территории опережающего развития для того, чтобы расширять производство, создавать новые рабочие места, соответственно, усиливать экономический и финансовый потенциал города. Ну и радует то, что наш ВРЗ, вагоноремонтный завод, тоже оживает. Пандемия повлияла на ситуацию, у них снизились заказы. Но сейчас появились новые, довольно большие заказы, уже загрузка на следующий год практически полностью законтрактовано, и это вселяет оптимизм. Они начинают набирать опять работников для того, чтобы производить все больше и больше продукции. Значит, будут платить опять же и заработную плату, и налоги в бюджет. Соответственно, у города Канаша появятся возможности многие вопросы решать более успешно. Есть обращения из стороны граждан, есть обращения от администрации города, есть обращения от предприятий по поддержке ряда проектов, по решению вопросов, связанных со строительством дорог, с благоустройством территории, по социальным объектам, по спортивным объектам. Мы, скажем, на автоагрегатном заводе обсудили возможность участия группы ГАЗ, финансирования ряда социальных объектов в Канаше, для того, чтобы работники, которые работают на автоагрегатном заводе, могли как раз и пользоваться этими социальными благами, созданными вместе с городом Канаш, с Чувашской республикой и с группой ГАЗ. Я настроен позитивно и думаю, что вот в Новый год мы вступаем с большей уверенностью в том, что жизнь в Чувашской республике будет меняться к лучшему. Сегодня Анатолий Аксаков вместе с главой администрации города Виталием Михайловым в ходе встречи обсудили вопросы социально-экономического развития города, инвестиционную привлекательность, реализацию приоритетных национальных проектов, основные направления бюджетной политики. Обозначили задачи и перспективы в рамках взаимного сотрудничества. Ирина Константинова, Павел Демин, Елена Блацова. Вести недели. Носить маску везде, где есть риск заразиться, это не просто способ защитить себя. Это возможность защитить друг друга, родных, близких, друзей, знакомых и незнакомых. И потому так важно, чтобы соблюдение масочного режима в городе кто-то контролировал. О работе мобильной группы в нашем репортаже.
Мобильные группы, в состав которых входят представители администрации, полиции и Роспотребнадзора, ежедневно проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических мер на объектах торговли, питания, в общественном транспорте и других общественных местах в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. В ходе очередного рейда мобильная группа обратила внимание на крупные магазины города. В первую очередь проверяется наличие и ведение журнала по измерению температуры у всех сотрудников в начале и конце рабочего дня. Проверяется наличие и ведение журнала по дезинфекции помещений, которая должна проводиться каждые 2 или 4 часа с помощью противовирусных средств. Во всех магазинах в обязательном порядке должны быть одноразовые маски и антисептические средства на входе. На полу разметка для соблюдения социальной дистанции и соответствующие наклейки с информацией. Но самым важным, на что обращается внимание мобильной группы, это наличие масок у всех продавцов и посетителей магазинов. Реакция на появление мобильной группы в магазинах у всех горожан разная. Кто-то спокойно воспринимает оформление протокола, а кто-то начинает спорить и доказывать, что нет никакого закона. На каком основании вы акт будете выписывать? Мы вам уже объяснили. Нахождение в общественном месте. На основании то, что второй пункт. И что? Что здесь о мерах? Я не верю. Также известны случаи ничем не подкрепленной агрессии. Казалось бы, люди занимаются правым делом, а в ответ вместо слов благодарности только звучат угрозы и оскорбления. Напомним, согласно указу главы Чувашской Республики от 20 июня номер 166, граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг и выполнения работ. Обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах. Мобильная группа каждый день выходит с проверками по городу с единственной целью – сделать все максимально возможное для того, чтобы добиться улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Важно знать, что мобильная группа не выписывает штрафы, а лишь составляет протокол о нарушении, который затем отправляется в судебные органы для принятия решения. Справедливо заметим, что большинство граждан города проявляют сознательность, соблюдают социальную дистанцию и не нарушают масочный режим. К сожалению, не обошлось и без нарушителей. В ходе рейда было составлено 2 протокола. Несмотря на ежедневные проверочные мероприятия, продолжают выявляться факты нарушения масочного режима в общественном транспорте, особенно в часы пик. Уважаемые граждане, в преддверии новогодних праздников напоминаю вам о запрете на территории Чувашской Республики банкетного обслуживания. Проведите Новый год в кругу семьи. Берегите себя и своих близких. На днях администрации города Канаша были переданы в пользование врачам, выезжающим к пациентам на дом, 2 служебных автомобиля. В это напряженное время, когда растет заболеваемость коронавирусом и сезонными болезнями, данный жест был оценен по достоинству. Машины возят медперсонал на дом к пациентам для проведения тестирования и доставки необходимых лекарств. Водители выезжают в рейс в защитных костюмах. Врачи призывают не пренебрегать мерами безопасности, пользоваться средствами индивидуальной защиты. Каждый день в стране открываются все новые инфекционные отделения, закупаются аппараты ИВЛ, уже разработана вакцина. Но самым важным звеном в борьбе с инфекцией являются наши врачи. Люди, которые каждый день рискуют своей жизнью. Депутат Государственной Думы Николай Малов приехал в Канашскую ЦРБ, чтобы передать врачам и медсестрам, которые работают в красной зоне, продуктовые наборы и одноразовую посуду. С 16 ноября Канашская центральная районная больница перепрофилирована на лечение больных коронавирусной инфекцией. В больнице развернуто 145 стационарных коек, завезены все необходимые медикаменты, персонал работает круглосуточно, принимая всех больных по южному кусту Чувашской Республики, частью которого является и город Канаш. Благодаря перепрофилированию больницы и в первую очередь самоотверженному труду врачей, жителям нашего города оказывается должная медицинская помощь в кратчайшие сроки. Особо тяжелые больные в срочном порядке доставляются в БСМП и госпиталь ветеранов города Чебоксары, либо в инфекционное отделение Новочебоксарской городской больницы. В рамках акции «Спасибо врачам» депутат Госдумы Николай Малов передал продуктовые наборы и одноразовую посуду врачам и медицинским сестрам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией. Где-то мы сегодня приехали с небольшими продуктовыми наборами, чай, кофе, чтобы в минуты отдыха была возможность выпить горячего чая. Наши врачи вселяют уверенность в том, что мы эту проблему, конечно же, решим. Единственное пожелание, как можно сделать это быстрее, с наименьшими потерями. Искренне желаю нашим уважаемым врачам, дорогим врачам, в первую очередь, конечно, здоровья, чтобы они тоже себя сберегли. Ну и большое человеческое спасибо за то, что они делают для нас, для наших близких. Их труд воистину благородный, но сегодня я вижу очень тяжелый. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы по достоинству, во-первых, оценить их работу. И, конечно, сделать в том, чтобы им стало чуть легче. Если проанализировать эпидсезон осень 2019 и осень 2020 года,
то, конечно же, можно отметить рост все-таки вирусных инфекций. Это есть. Увеличились у нас вызова на дом, увеличились посещения в поликлинику по взрослой сети. По детству, конечно, такого роста не наблюдается. То, что посещение в поликлинику увеличивается, нас, конечно, это чуть-чуть настораживает. И как руководитель медицинской организации я бы хотела обратиться к жителям города, если возникают проблемы в отношении здоровья, а именно появляется температура, повышается температура, появляются симптомы насморка, кашель, недомогание, слабость, то при появлении таких симптомов необходимо, конечно, обязательно вызвать сегодня на дом врача. То есть вы, позвонив во взрослую поликлинику, в регистратуру, докладываете о своем состоянии, и далее медицинские работники решают и приезжают обслуживать вызов на дом. А именно посещение нашей поликлиники сегодня, оно небезопасно, поскольку явление вирусной инфекции, они пути передачи, это все-таки воздушно-капельный путь передачи. Поэтому нужно себя предостерегать. И убедительная просьба лицам старше 65 лет, сегодня уже необходимо все-таки режим ограничения соблюдать. На этом я с вами прощаюсь. В студии был Павел Демин. До свидания. Новогодние праздники не с горами, а магазин «Светофор» уже готов встречать дорогих гостей. Здесь есть все для оформления праздничного стола. Мясная, сырная продукция, сотни ингредиентов для салатов, соки, бакалея, сладости. Бережливые хозяйки не переплачивают, а совершают выгодные покупки в магазине «Светофор». Также для вас представлен большой ассортимент текстильной продукции, бытовой химии от известных брендов, детские игрушки, посуда и многое-многое другое. Пришел в магазин купить средства для того, чтобы открутить гайку в машине, заржавела. И вот хорошее недорогое средство нашего магазина «Светофоре». Приходите в магазин «Светофор», здесь все есть и даже больше. Среди посетителей магазина есть традиция закупаться впрок. Так и деньги экономятся, да и времени для близких остается больше. Покупаю для птицы корма и для мытья посуды. Стиральные порошки дешевые. В сравнении с другими магазинами всегда мне нравится сюда приехать и покупать, потому дешевые. Дешевле и по моим карманам. На Новый год еще приедем, еще больше покупаем. Канашцы и гости города давно облюбовали «Светофор». Их полные тележки красноречивее любых слов. В магазины «Светофор» напрямую от производителей поступает товар. Поэтому мы можем предлагать очень доступные цены для населения, чтобы покупки стали выгоднее. Также на постоянной основе мы предлагаем акции, чтобы разнообразить ваши покупки. Мы учитываем спрос населения, поэтому ассортимент магазина на постоянной основе обновляем и пополняем, чтобы покупки стали еще интереснее. Не упустите возможность приобрести новогодние сладкие подарки по выгодным ценам, и ваш малыш непременно останется доволен. Я захожу почти каждый день после работы, а сегодня выходной, собралась с дочкой. Очень нравятся цены, не такие дорогие, на выбор все есть. Наша семья посещает часто магазин «Светофор». Впереди новогодние праздники, мы для детей тоже новогодние подарки присмотрели. Стоит отметить, что вся продукция в магазине самая свежая. Поступивший товар сразу же выкладывается на полке, а не залеживается на складах. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть.
Ждем вас за покупками. Свинина охлажденная 1 килограмм 179,90. Новогодний подарок 1 килограмм 199,90. Сыр российский 1 килограмм 299,90. Уважаемые покупатели, магазин «Светофор» поздравляет вас с Новым годом и с Рождеством. От души желаем вам доброго здоровья, процветания, радости, материального изобилия, быть счастливыми каждый день. С магазином «Светофор» ваши праздники будут более насыщенными, яркими и, конечно же, вкусными.